Добрый день, компания Progress Auto приветствует вас. Сегодня у нас обзор, так сказать, в необычном месте. Исеки TA317 у нас сегодня. Максимально подробный ее разбор. Прямо на площадке мы начнем. Видим, что у нас вилочный, господи, прошу прощения, фронтальный погрузчик у нас здесь в наличии. Соответственно, высота его подъема 2,5 метра, только что измерено 2,50 ровно. Ну, соответственно, вот в таком положении ковша в горизонтальном. Если перевалить, можно чуть побольше сделать. Полный привод. Сейчас покажу шины. Я думаю, здесь видно. То есть остаток не очень большой, конечно, можно было бы больше, но тем не менее никаких повреждений критичных нет. Есть небольшие трещинки, парочка буквально по боку. Ничего страшного абсолютно, это верхний слой резины. Обычно такие шины еще многие годы работают. Зад. Я думаю, картина видна. По заду, по боку нареканий еще меньше, то есть вообще мелочи. Ну и по центральному протектору, по елке есть небольшие вот такие вот прорези. Я думаю, видно отлично. Но это опять же совсем прямо мелочные проблемы, если вообще их можно проблемами назвать, потому что реально верхний слой резины очень долго на японской такой резине держится. Прям годами не дает никаких нареканий в работе. Трехточка. Видим, какие длинные у нас здесь везде рычаги. Кардан с такой вот перемычкой, грубо говоря. В целом здесь ничего критичного, ничего необычного. Фильтр гидравлический. Дополнительных гидрорегулировок, к сожалению, нет, повторюсь. Фреза у нас здесь 1,70 м кабаши. Усиленная, достаточно большой редуктор. То есть видим здесь, что ладонь как бы не обхватываю. То есть это в районе 25 где-то сантиметров. Здесь у нас 30, именно редуктор, цепь. Очень все это толстое, очень все это крепкое. Колеса также, все это усилено, естественно. Смотрим ножи. Ножи на двух болтах каждый. Вот так располагаются. Достаточно крепкие. Ну, в любом случае, сейчас еще выкачу, когда буду показывать трактор дальше после запуска. Фреза Кабаши 1,70 м. Все это дело еще покажу более подробно. По опциям, думаю, всем все было понятно заранее. То есть здесь у нас полный привод, естественно. Огромное количество раздаточных передач, то есть 4. Реверс также. И основная коробка переключения передач, 4 также передачи. Соответственно, у нас здесь 16 передач вперед, 16 назад. Вот, отбора мощности 4 передачи. Кран гидравлики, блокировка заднего моста, здесь все стандартно. Соответственно, по наработке 707 моточасов. По Японии японец не фотографировал почему-то наработку. Я думаю, фотографии многие помнят, именно японские. Были обслужены сальники. Хочу сказать, что здесь все это дело было обслужено наверху. Ну, сейчас мы это все опустим, еще также все покажу, все подробно будет рассмотрено. Сейчас боковиночку снимем, чтобы было удобнее смотреть. Одной рукой, конечно, некомфортно это делать, но тем не менее. Трехцилиндровый дизельный мотор. Новый фильтр. Все вот в таком вот состоянии. Немножко протрем. Запотело, наверное. По шинам, кстати, по правой стороне. То же самое абсолютно. То есть износ, конечно, есть, но критичного абсолютно никаких нареканий. И правая, задняя. Также все абсолютно, никаких вопросов. Так, давайте трактор запускать. Послушаем, посмотрим, как работает. Боковинку пока отставим. Сейчас с той стороны сяду. Кстати, достаточно удобно сидеть. Мой рост 1,80 м. Влажу я сюда прямо таки по-царски, вот с прямыми ногами. Без проблем. Места в кабине, если ее можно назвать кабиной, очень много. Небольшой прогрев свечей. Чеки загорелись. Чуть-чуть газ.
проверяем обязательно нейтраль. Без сцепления не запускаются трактора у нас. Один чуть оборотом. Выхлопная труба у нас слева, напомню, вон она там торчит. Я надеюсь, ее видно. Ну и, соответственно, примесей в выхлопе нет, было бы видно их также очень отчетливо. Сейчас опустим, пройдемся, я покажу как раз состояние ковша, чтобы никаких вопросов по этому поводу не было. Ковш. Здесь у нас быстросъемное крепление, видим там шплинты, соответственно можно это все быстренько отцепить. Здесь просто крючочки. В общем, удобно. Ковш, естественно, проваренный, видно, что доварен уголок, усилено все это дело. Зубья не снимаются, также наварены. Но тем не менее ковш максимально толстый, не гнилой. То есть здесь все прямо таки хорошо, очень усилено и пройдено. Вот она, выхлопная труба. Теперь давайте проверим все передачи, выкатимся отсюда. Соответственно, можно будет уже включить также фрезу. Реверс, зад вперед, раздатка. Давайте пока пониженную, вторую, так скажем. Так, и здесь у нас пусто. Давайте вторую. Ну, собственно, вторая здесь и пониженная L-ка здесь. Тракторок вот так ползет. Теперь самую низкую включим здесь. И трактор ползет, я думаю, видно. Ну, соответственно, давайте четвертую. Первая, вторая, соответственно, третья, четвертая. Все без проблем включается. Никаких нареканий не вызывает. Теперь так, медиум давайте. Уже побыстрее, естественно. И повышенная. Ну, соответственно, трактор совсем поедет быстро уже. Все это без проблем едет. М-ка. Реверс назад. Чуть зад задим. Теперь у нас появляется возможность проверить работу фрезы. Гидравлика опускается, поднимается, естественно, без проблем. Чуть-чуть подопустим и включим все передачи по очереди. Так, первая передача. Ну, отбор мощности также включается четко, ничего не щелкает, ничего не хрустит. Это у нас была одна, вторая. И еще парочку осталось проверить. Вот, собственно, и все передачи. Включается максимально мягенько, без каких-либо проблем. Так, по пулу. Нажиматься он не будет, потому что у нас здесь банально хода цилиндров не хватает вниз. Ну и, соответственно, грузоподъемности, я думаю, его не хватит, потому что 300 килограмм все-таки не должно хватать для того, чтобы отжиматься на 1,5-тонном тракторе. Здесь быстросъемчики. Все линии, я думаю, все видно. В принципе, на этом все. Гидроусилитель руля на месте, одной рукой без проблем. Крутятся, естественно, колеса. Здесь вопросов никаких. Итак, повторимся. 32 лошадиные силы. Отсеки TA-317. Ровненько работает хорошо. Пун 350 килограмм, 2,5 метра. Фреза 1,70 м. Вот такая работа мотора. Без выхлопа абсолютно. То есть, отлично. Я считаю, что это отлично. Давайте на место его ставить. Вот, собственно, вся парковочка.
удобно и хорошо. Сейчас наденем назад боковинку и можно будет заканчивать. Ну, вам пожелаю всего доброго. Компания Прогресс Авто.